Поважаные глядачи, просьба, на час спектакля отключите ваши мобильные телефоны. Давайте реально поважать конкретную працу актера. Все? Все. Ну и все. Паша! Заводи! Гэты рэцэпт вынайшлі лекары фараонаў у старажытным Егіпте. Значит так, бярэцца 273 чорныя ізюмінкі. А чаму менавіта 273? Пра гэта трэба спытаць фараонаў. Не перапыняйце мяне, мэм. Кожная ізюмінка разразаецца крыж-накрыж на 4 роўныя паловы ў першую гадзіну першай квадры месяца. Дадаецца 7 лыжак веснавога, менавіта веснавога мёду, і ўсё старанна перамешваецца. А як перамешваць? У сэнсе. Пастрэлцы гадзенька ці супраць? Супраць не менш 7 разоў. А белая магія? Прыгатаваная маса апраменьваецца на падаконніку месячным святлом. Колькі? Не менш гадзіны. Потым выціскаецца сок з 3 лімонаў і зноў перамешваецца. І зноў 7 разоў, і зноў супраць стрэлкі гадзінніка. 9 і па стрэлцы. Ужываць па маленькай лыжцы 3 разы на дзень. Да, у час ці пасля яды. Кроў абнаўляецца на самую поўню. Пры ўмове, што ніводнага разу. Ніводнага не будзе перапынку ў прыёме лекаў. І ў час прыёма пацыент не будзе думаць пра белага мядзведзя. Вы цынічны, мэм. Менавіта цынізм і псуе вашу кроў больш за ўсё. Цыкл пачнем з заўтрашняга ранку. Кіма, няўжо ты сядзеў начой пад месяцам, рэзаў ізюмінкі на 4 часткі? Яшчэ чаго. Я за дзень стамляюся, і мне трэба адпачыць, каб зранку ўсю гэту араву пабудзіць, памыць, прычасаць, прымусіць заслаць ложкі, накарміць і развесці каго куды. Ізюмінкі крышыў ваш любімчык. Піня. Ты даў дзіцёнку ў рукі нож? Я не даваў дзіцёнку ў рукі нож. Ён крышыў ізюмінкі брытвы. Гэты дзіцёнак толькі тады, калі з ім сюсюкаюцца, а гэта робіце вы, мэм. А са мной ён як шоўкавы. Усё робіце, заўважце, вам усё есть. Нават крыловую кашу. Так. Варта было вам толькі апынуцца ў клініцы, як у яго на наступны ж дзень з'явіўся апетыт, перастаў балець жывоцік. А што баранеса? О, баранеса, гэта трагедыя. Учора вярнулася са школы, аблітая слязьмі, як дажджом. Што здарылася? Верш не здолела прачытаць. І што?
мой тата поэт, а я вірш не вивчила. Что ты ей сказал? А я сказал, что мой тата парашютист, десантник. А я выше не боюсь, а голова кружится. Что? Засмеялся. Усё, мэм, поздно, значит, завтра зранку одну лыжечку. Я пошел. Ким? За что ты купил изюм и мед? Экономия. Ким? Ну что, Ким, что, Ким? Мы заробили, мы с Пинем працавали. Где? Упрагоживали парк. Знов? Мы прибирали парк, мэм. Знов? Мэм, у вас предрассудки. До речі, предрассудки з двома «с». Не, за бабой напишется без «с». Ну что мы зробили Ким, древно? я тебя просила. С Пинем. Мы прибирали парк після свята. Там було шмат бутелек, і я хотів їх викидувати. А він ваш Піня, мэм, ходив за мною як хвост і талдишив. Стоти, зацем, здадим. Я б не додумався. Ну такий росте прощалига, такий крутель. Уявляєш? Стомилися. Сели відпочити. Я вернувся на хвилинку, приходжу, сидіть. Ну такий бідний, такий няшчасний. Зробив такий вигляд, быццам яго ад самага дня нараджэння ніхто ніколі нічым не карміў. І шапачка побач. І ў шапачку ўжо накідаць паспелі. Я яго ледь не забіў. А што я зрабіў дрэннага? Я стаміўся, я заснуў. Шапачка звалілася. А чаго яны туды грошы кідалі, я не прасіў. І сапраўды ж не прасіў паразіт. Калі ў бранэсы тата паэт, тады ў гэтага я не ведаю. Банкір, мабыць. Ким, а ты не выкинул их? Каго? Гроши? Мэм, мне здаецца, што вы лечыцеся не ў той клінікі. Грошы выкідваў толькі герой Дастаеўскага. У якім гэта рамане? Идиот. Правильно. Роман «Идиот». До речі, ви знову дежурите, а Джульєта у саді на спотканні? Я все одно не сплю. Какая разница, день и спать? Ну, конечно. Все, мэм, поздно, я пошел. Баронесса без меня не А засынает. Пиня? О, то и прочинається тільки ка поїсти, а їсти тільки ка одразу заснути. Мэм, все, значить, завтра зранку одну лыжечку. Холодильник тут есть? Есть. Тримать у холодильнику. Ким, Юля, Я Юля, так ну поздно, ну, Ким, Юля. но я тебя вельми прошу. Юля, нет, ну поздно, я не На могу. телефонах побудь, а? Добрый день. Сядайте. На что скардимся? Так. Вельми цікаво. Добро. Значить, будем лячить. Гэта вельми цікавы выпадок. Сестра. А те ведаете вы, сестра, что вас в давние часы называли сестрами милосердности. А что робите вы? А что я роблю? Нават диктаторские режимы забороняют выкористовывать працу неполнолетних, а вы выкористовываете працу хворых. Ой, не дури мне голову. И дзеля чаго? Как бегать у парка и целоваться с милиционером под плакатом «Осторожно, спит!». Ты откуда ведаешь?
Гэта ведаю не я, гэта ведаюць усе, хто праходзіў па тротуарах каля клінікі. А ці ведаеце вы, сёстра, што па апошніх даследаваннях вучоных Занзібара пацалункі на рабочым месцы аказваюць неспрыяльны ўплыў на нервовую сістэму. А ў Амерыцы... А ў Амерыцы за пацалунак в офісе пагражае турэмнае зняволенне. Иди к черту. Ой. Где Юля? Мэм адпрацоўвае вашу разбэшчанасць. Мяняе замест вас хвораму судна. В какой палате? У 5-й. Будь здоров, акселератик. Лена! Ну, А як яна? складана там, складана. А анализы не полепшились? Горшими стали, только ты ее не кажи, она не ведает. Яна адчувае. Тим, нічого не зробиш, потрібна операція. Колькі яна каштуе? Да чорта я ведаю. Дорого, конечно. Ты, калі ласка, даведайся, колькі? Добре. Пойду її подмяню. Перадай ей, што я пайшоў і прасачы, каб яна заўтра абавязкова прыняла мою сумесь. Чао! Будь здоров. Ніколи не кликать! Поможи сесть хутка! Крови боишься? Нет. Давай пинцет бери! Больше! Великий бери! Бачиш, кулин на супроцерца достань! Не. Зажати пинцетом и тяни! Вам же будет болеть. Тяни, дура! Не отъемливается засада помеж бедра. Руки. Тебе добро отъемливается. Дай кулю. Я зараз кров спину. Дай кулю! А кров не треба. Не треба кров спиняти, нехай кров рану промиває уроди. Уроди! Портмоне. Портмоне було у мене у лівій кишені. Уявляєш, портмоне врятувало. Это не портмоне. А що? Библия. Уроди!
Я пришел, господа, сообщить пренеприятное известие. Бог, оказывается, есть. Это ты. Только давай так, кілерів своїх не мочи. Ха. Яны зробили все, як має бути 2 сантиметри ніже левого соска. Показать тобі. Откуда ты? Сподіваюся, ти здогадався, що я не з морга, але не з прокуратури. Слухай, як у тебе справи з атеїзмом? Мої світопогляди похиснулися. Каб подчепиться от надокучливых монашек, я купил им машину цеглы. Яны мне книжечку подаровали. Новый заповед Господа нашего Иисуса Христа. Первокласс греческого оригинала. Твой головорез яе прострелил. Я понес материальные страты, халдей. Я халдею. Ты плевал я. Святые сестры подоровали книжечку, я не могу ее прочитать, потому что ты сапсовал ее, урод. Так вот, это мой товар. Я меняю ее на то, что я тебе винен. Я ее так оценил. Я настолько каштує. Не психуй. Ну, так что ты згодный на такий обмен, а? Слухай, Королев, ты ж пришел один. Да я один, ну, партнер, бартер, ти что? Барт. Слово! Слово. Ай-яй-яй-яй, ты ж загадав мене забить. Даруй, лезвие не забывся. Ну что, перед смертю, я кажу, треба виконати апошнє пожадання, так? Слухай, у тебе, відак, заховався, пам'ятаю, був панасонік старенький. Заховався? Заховал. Ай, хочу перед смертю мультики поглядеть. Том и Джерри. Включи. Слухай, у тебе проектор з'явився. Судовно показує. Ну, это на наступний день після того, як ти хотів мене замочити, в углу дата стоїть. Ти познав, що це? Ну, познав. Это коттедж у Боровому, Озерний дом 4. Ти купив його для дочки, познав. О, а глянь, ой, нашу дочечку, красунечку з бантиком виводять з дому тілахом. Ай-яй-яй-яй-яй. Ти бачиш, у її на шапочці червона кропочка з'явилася. Ведаєш, що це? Так, лазерний прицел. О, ну а гэта далей уже. Гэта у нас элитарный лицей. Слухай, 1,5 косара в месяц. Не шкода, кризис же зараз. Ну, добре, добре. Зараз камера наезд робить. А это телевизийный термин наезд. Ты не ведал. Сдымали с улицы праз окно. Глянь, зайка наша на другой партии. Ай-яй-яй. На басику. Ай, червона кропочка. Ай-яй-яй. Хочеш, наставниця? Наставниця зауважила, занепокоїлася, а після вирішила, ну, видать, ніхто з учнів забавлявся лазерним ліхтариком. Ну, був день, був вечір. Ты скотина! Запомни, коли хоть что-нибудь, хоть одна волосинка, ты ведаешь, что я с тобой зроблю? Ты ведаешь, что я с тобой зроблю? А що ти зробиш, а? А ни гранаты не зробишь, и ничем ты меня не достанешь. А видишь чему? А я один, халдей! Халдеев! Плевал я! Ты меня оховывать повинен, чуешь? Оховывать!
Варто мне зникнуть на один день, и банчик нашей зайки будет сапсованы. Ось той кулей, якая пробила мою книжечку. Не сховаешь. Знойдут на Канарах. Справлял бы ты по ёй 9 дён, каб не придурковатая медичка з клінікі, якая вытянула кулю. Яна на коленях молила мяне, не рабі гэтага, бо вас уратаваў Бог, паклаўшы ў кішэню кніжачку. Грошы гадні давай. Чаго глядзіш? Бабкі! На толстую Светку. Давай. Тут холодно, мэм. Я принес вам кофту. Вы сваёй сумнай постаццю нагадваеце нешта з імпрэсіяністаў. О, абсент Ван Гога. Ну, по-перше, не абсент, а аматорка абсенту. А по-другое, не Ван Гог, а Пикассо. Двойка. До речі, а що такое абсент? Алкогольный напой на полыну. Яшчэ одна. А я ж непаўналетні. І маю законнае права гэтага не ведаць. А калі непаўналетні, то няма чаго швэндацца ўвечары па барах. Я прынёс вам кофту неўдзячная, а заодно паведаміць, што сям'я хвалюецца і хоча ведаць, калі вы з'явіцеся дадому. Малым класціся спаць, ці вас яшчэ можна дачакацца. Ну иди, я хутка. Праз паўгадзіны я чакаю вас каля пад'езда. Час пайшоў. Добра. О, сябры ваши. Что означаешь, прыгуш? Свято. А якое у тебе свято? Не у меня особистого, у всех меня уже не чули. А что сегодня? Сегодня день закаха. А, ну як же. А, люди якой бридой не займаюцца на зямлі, ўсё з нябёсамі хочуць звязаць, са святымі. У ракетчыкаў з ядзернымі боегалоўкамі. Своя святая Варвара. Варвара! Смешно? Не. Сапраўды гэта не смешна. Ты закахана? Так. Хто ён? Мужчина. Я пытаю, чаму ён зараз не з табой? Янси. Перадай, што ён урод. Обовязково. А ты прыгоша. Прыгоша. Слухай, а ты плюнь на гэтага п'яніцу. Паехалі да мяне. Я не разумею, чаму, ну ты мне падабаешся. Нагадваеш ты мне некага, ці што? Ну, маці, вядома, так звычайна было. Мяне ніколі не было. Ні маці, ні бацькі. Не жартуй на гэтую тэму. Ну, паехалі. Не. Ну, поехали. Чего ты боишься? Слухай, не поверишь, у меня в спальне шкляная столь. Спишь, зоркий светит, метеориты справа налево. Ну, поехали. Не.
Господи! Ну растлумач! Чому жанчини люблять припилених альфонсів ці неудачників, які корчать непонятих геніїв? А гэта да яго не Ай-яй-яй, падыходзіць. хто у нас такі? Бандюга, Даруй, ти хутка удовой будеш, у нас дурні, не живуть довго. Мама. Мяркуючи по тим, як ти апранута, даруй, ён не клопотиться. не клопоть. Правильно. Ти настав шавурку роги. Ну? Я его кахаю. Да какая на здоровье! А роги настал! Поехали! Ой, я не то хожу, конечно, не то. Я побег за шампанским. Ну, а ты за этот час передумаешь? 300. Урод. И она ударила меня. Фу. И она ударила меня. Я. Слухай. Який пацан, а? Ну что? Ой-ой. Слухай. Ну, а кольки йому годов? Прикладно я питаю, кольки. Ти провірив його? Ну, нехай заходить. Фу. Добрый день. О, для мяне дык вельмі. Яшчэ што добрага скажаш. А у вас сурветки нема? Толькі маленька, а што здарылася? Это капилляры находятся близко к стенки носу. При незначном возрастании напружения лопаются. Это у меня с детства. Сестра каже, что коли не сдали показать куки, что у меня с носу польется кровь. Слухай, ты урод. Навошта ты бил яго? Ён меня не бил. Заткнися! Я спытаў у тебя, навошта ты бил?
А ты нос стиснул поміж пальців, так? Скільки тобі годов? 16. Чуєш? Слухай уважливо. Зараз ти вийдеш за браму і папірині. Кольки ти казав тобі годов? 16. Чуєш? Папіриметру. Обыйдешь дом 16 разов на кукишках. На корточках, урод! Пробачьте, я пойду. А ну стоять! А что это тебе, шкода его ты что? Шкода. Отбой. И он обвестил тебе амнистию. Не я, а он. Урод. О! Фу, я тут. Засталося, глянь. Выпить хочешь, а? Я у завязки. Зашился? Ага. Молодцом, у твоему зросте это самый час. Молодцом. Но я, як тепер кажуть, з вашого дозволу. О! Фу! А ну кажи, хто ти? Я ваш сын. Я ще раз. Я ваш сын. Вельми приємно, синуля. Мне так само. За зустрічі. Синок! Каб ти ведав, як я тебе довго шукав. Ти, конечно, бідний. Ой, нещасний. Гляньте, світло ніщо. Нещасний. І тобі треба гроші, слухай. Кризис. Не зусим. А что такое? Я не бедный, не одинокий. Ага. Мне есть где жить и есть что есть. А вот гроши мне сапраўды О, ну, патрэбны. кольки тебе? 50 тысяч. Белорусский, ты что, стиплый отрымался? Я про доллары. Тады, ой, ты сапраўды мой сын по размахам. Тебе мамка послала? Мама померла 10 годов тому. Ай, як її звали? Эльвира. Ага, а где мы с мамкой сустракались? У Москве на фестивале молоді і студентів. Ви тоді були намісником першого секретаря горкома комсомола. Цікаво. А ну, проходь. Ну, проходь, не бойся. Ну-ка, сідай. Сколько ты казав тебе годов? Вы пытались уже 2 раза, 16. Где ты жил весь гэты час? Жил я у деддоме, а коли здарилася зона, деддом рассялили. Ага. Теперь я живу тут, у сямейным дзіцячым А доме. як это ты про меня доведався? Ваше интервью было у деловой газете. Было. А коли ты казав, померла мама? Я ж казал, 10 годов тому. Ай-яй-яй, 10 годов. И ты запомнил нечто с того, что я на тебе рассказывала про меня. У таким узросте ось. Я на амаль нічого не рассказывала. Только перед смертью прошептала. Фестиваль. Твое имя, твой батько. Чье имя? Мое. Ага, ну як тебе зовут? Ким. Йом Ким. А я при чим тут? А вы знакомы с аббревиатурой? Назовите себе и зразумеете. Я называю себе Королев. И что? Полностью. Королев Игорь Михайлович. И что?
Ким отрымливается, гля. Ой, гениально. Ну ти молодця. Слухай, так ти кажеш, що ти мой син, я так зрозумів. Пішов по аліменти. Скільки ти заявляв? 50 тысяч долларов. Ну, кризис 3 нулі скасуємо, даруй. А соточку отримай і розпишися. Ось 100 баксів. Мне не столько треба. Не стільки, добре. Подвояю, я ще 200, ну, тримай. Бывайте. Ой, гроші кину. Ой, рулетку кину, гроші кину. Дай, отказывай. Так, это американцы. Отказывай, что ты хочешь купить. Я ничего не хочу себе купить. Ага. Мне потребно 50 тысяч долларов. На меньшую сумму ты не згодна. Нет. Мужик! Я балдею! Тебе! Я тут з бодуна прочинаюся, з'являється і он. Здравствуйте, я ваша тетя! Не тетя, сын! І за эту хохму він хоче 50 тисяч доларів. Навіщо тобі такі гроші, а? Ну, навіщо? Менавіта мне не треба ні цента. Так. Гэтай грошы трэба маёй сястры на лячэнне. Гэта сестра тебе послала, сестра? Не, Колькі їй годов? Ну, 25. у мяне дочка дорослая! Ага! Ну як же, я пам'ятаю, Ким? Я в 7 класі вчився, коли вона народилася. Завуч, директор, повінчували мене ось так, відпустили у роддом з урока. Бывайте! Я нікуди тебе не відпускав. Тепер хутко. Хто і на що тебе прислав до мене? Ну! Мене ніхто не присилав. Моя сестра захворела, гэтай гроші треба їй на лячэнне. Блин, ну якая у тебя сестра, ну! Ну, конечно, она мне не родная. Коли здарылася з зонай, дзе дом рассялілі, яна ўзяла мяне, піню і баранэцу на выхаванне. Гэта называецца сямейны дзіцячы дом. Яна усынавіла, удашарыла нас. А, ну зрозуміло, тепер ти хочеш, каб я вас уматерив на 50 тисяч доларів. Ты яна захварэла! Гэта пасля зоны. Калі не будзе грошай гэтых, яна памрэ. Нас расселяць па дзіцячых дамах. Я нічога, прывыкну. А піні з баранэсай. Хто такі піні баранеса? Хутка! Дзеці, хлопчыку 8, дзяўчынцы 6. Яны што таксама ад мяне, а, Кім? Пусти, я больше нічога не скажу! Я скажу тебе. По-перше, сентиментальными байками разжалобить у тебя не отрымается. Ты усек? Сам я детдомовский. Меня мама на вокзале покинула. На подоконнику! Так что хапанул я за життя. У крови был битый, але я ніколи не был несчастненьким. Ты чуешь? Ніколи! Ну, не ва ўсіх же клыкі, як у ваўка. Як ти з батьком розмовляєш, гадьони? Це по-перше, зараз по-друге. Сын мой! Коли чоловік покутує, це ось Бог його за нечто покарав. Ага. Ён адпрацоўвае свае грахи. Коли я буду облегчать його долю, хай самую горкую, я вступлю в конфликт с Господом. Вы подвялі под свое злое існаванне прымітыўную філасофскую базу і апраўдваеце гэтым свае абыякавыя адносіны да ўсяго і ўся. І ў першую чаргу да сябе самога. Слушай, Спиноза, ну тебе расколоть, расплюнуть. Каліце. Слухай, а у тебя заховалася фото недзе? Ну, цяпер няма. Ну, конечно, цяпер няма. А ты маму по здымку познал бы? Ну, конечно, познал. Ой, я ж казав. Ну не пощастило тебе, проходь. Серветку кинул. Ну, да. Сідай! Сідай! Сідай!
Давай! Мені заховався здимок делегації, що їздила в Москву. На фестиваль молоді студентів. О! Бачиш? Это мы после походу в мавзолей. Давай, шукай, где твоя мама. И ночь продолжает с собой, и сердцу тревожно в груди. Ну, познал меня? На Красной площади. Ты что? Я усередине обдымаю двух прихожан одразу. Ну, какая здесь твоя мама, а? И сердцу тревожно в груди. Не тая, не тая. Правильно! Гэтые живые, здоровые. А где наша небожица, мамка? Хелень, такой молодой. Здымок вельми дробный. Здымок дробный, так. Здымок дробный. Дробный. О! Я тебе луку дам. Давай шукай. Ленин такой молодой, и юный октябрь в Пирадзе. Но! А вот яна! Ну где? 5-я слева у другим раді. Так, слева? Ну. Як ти кажеш, її звали Емма? Эльвира. Пробачьте, а можно воды? Что такое, ты расхвалявался? Мне треба леки запить. Ты что, хворый? Нет, это профилактика после зоны. Минералка скончилась, я. Просто воды из-под крана. Чекай. Чекай-ка. Киму якой школь? Вот молодец. Ну, молодцом развел, а? Ну, молодцом. Что ж это такое? Да не может этого быть. А, тут ты. Серж, чуєш мене? Зараз від мене вийде хлопець, затримай його. Як ти його відпустив уже? І машину дав! Ну я... Ай-яй-яй, що ти кажеш? Ай-яй-яй. Слухай, коли б ён загадав мені голову адресу, ти багато зробив, так? Хто? Ну телефонуй, Льолік. Льолік забив мобільника. Судовно. Серж, чуєш мене? Угу. Так ось, слухай уважливо. Зараз ти вийдеш за браму і на кукишках. Урод.
знову бар. Слухай, а що там робиш? Дивлюся я з тебе. А я сама дивлюся. Я приходжу в бар і чекаю. Ён з'являється, починає напиватися. Кожний день. Ти розумієш, кожний день. Потім сидить у кутку і смалить, з вигляду так крути-крути. А я бачу їм дитенка. Він вийшов на перрон погулять, а тягніть з батьками пішов. Ти видиш, він плаче. Ой, не видумляй, таке не плачуть. Плаче, навіть коли сміється. А у тебе аналізи поліпшилися. Його ніхто ніколи не любив. Юля, ты ведаешь, что нас, женщин, у относинах до мужиков, поделяют на 3 категории. Сестры, жонки и мать. Ну, не у правым сенсі, конечно, як характер, як вид. Сестры строгие, суховатые, прагматичные, не раўнують. Жонки больш чулливые, раўнивые, так само строгие, потребовальные. Ну и мамочки. Чим больше сынок гадости робить, тем больше дорожейший. Чем больше подонистый, тем роднейший. И ты, Юлька, типовая мамаша. А ти? А я? А я и по профессии, по натуре сестра. И большего мужики не заслуговывают. Ну, коли ты уже с ним познакомишься. А я вже познайомилася. И что? До себе запрошую, ты уезжаешь его в спальне со шкляным дахом, ты спишь, на тебе зорки светят. Так ты ходила. Так ты казала, что хахаешь. Кохаю. Да почему же не пошла? А ти б пішла за $300? Ён тебе ще и $300 давал! Вот больная. А ти б пішла, так? Конечно! Ой, Коли б хахала, які питання? не вип'яндрювайся. Як це називається, сама добре ведаєш. Ведаю. Але як медик, мила, я ще нешта ведаю. Що? От быў у моей практицы выпадок, калі проблемы такие же, как у тебя. Отошли сами по себе, без медикаментозу. Что здарилося? А что с усими нами рано ці поздно здарается? Затяжарила. Праз 3 месяца уже зулику зняли, а все недавно рукой махнули. Значить, яна кохала, і ён кохав. У гэтай деталі я не уникала. Я пойду. Яна знову пішла. Вітатися треба. Hello. Чао, бомбіно. По-французьку треба казати «гутен так». Чому ти її знову відпустила швендатися по ночному городу? А ти раундуєш? Яна моя сестра. І я не покоюся за її. А ревність же, як вам, мабуть, відомо з сусвітньої літератури, буває тільки до матері. Ви Софокла читали? Славно себе мужчина тримається ким. Не подлизывайтесь. Не, сапраўды. От быў бы ты гадоў на 10 старэйшы, я б нават за тебе замуж выйшла. Был бы я годов на 10 старейший, я б съел каля ЗАГСу свой пашпорт, а с тобой не оженился. А почему гэта? Ну, вы спознялись коли-нибудь на тягник? Ну, тягни к мне. Заўсёды я спазняюсь толькі на спатканні. А на споткании вы не споздняетесь. Я ведаю. Вы приходите ранее за вашего милиционера, назираете з-за вугла, коли з'явиться ён, потім чекаєте 5-7 хвилин і з легкодумним виглядом з'являєтеся. Ах, я знов спозднилася. Все на рахунок. Вы губляли коли-нибудь Всё. гроши? Вы проспали хоть раз и Всё я сказала. Вы плакали коли-нибудь без причины, а просто от замилования? Ты меня бесишь! Так ось ожениться с вами то же самое, что посадить себе на все життя на жорсткую диету.
Я жартую. Куди вона пішла? А куди вона нам сюди ходить? Знов без кофти. Простуди мені ще не хапало. Я пойду. Ти, може, пробачення попросиш? Міс, даруйте мне и в моей особе усім мужчинам, что крывдили вас. Крывдять теперь и будут крывдить! Добрый вечер. Добрий. Я зауважив. Ви до кого? Я не веду. Максиму до тебе. Та ти чим могу? Давно працюєш тут. Нічого, що я так одразу на ти. Корона не звалится давно. Ага. Слухай, Гета, а можешь подсказать, кто у вас у вашей больницы дежурил 20-го вечером? А ви, собственно, хто? Я кухтов пойду. Ну, ребят, Ага, дякую. Слухай, да ты, Гета, не бойся. я не боюсь. хотів тобі розтлумачити 20-го того місяця со мною одна неприємність здарилася. Ось у некой больниці мені допомогли. Ха-ха, я вискочив. Дякую, навіть не сказав. А у нас профессия такая. Ні тобі, ні грошей, ні тобі, ні дякуй. Я не відав. Даруй. Як би розтлумачити? Я в гаражці був, розумієш? В якій больниці був, не пам'ятаю. Крутая гарачка, видать, була. Ти навіть не уявляєш, яка я крутая. Якого ви казали? 20-го того місяця. 20-го. Яку годину? Ну як, яку вечором? До 9, пасля. Я дежурила 20-го вечером, с 9 ранца. До 9 вечера до 9 ранца. Я розумію, та й пригожий. Дякую за комплімент. Ні, чекай, чого ти? Я не то, я хотів, якби, пригожий у сенсі подобне. На кого? На Аллу Пугачеву, тебе уже на Софи Лорен. На маму мою. На маму. Тая, подобное. Ты ничего, девочка. Ну, на маму не подобное. Ти так само до моего батьки криху не витягуєш. А я не претендую на батю. 20-го вечера дежурила я. Ничьих гаражек тут не было, все. Да не, о, не все. Слухай, ты даруй, я нечто тут ляпнул, нечто так. Даруй. Даруй, кажу, ляпнул. Ну ничего. А что? Сідайте. По-другое, я могу, по-перше, сказав, вирішив раптовно оказать вашей больнице, еще зломано, доброчинную допомогу. По-другое. А по-третє, ніяких медикаментів, ні за які гроші я доставать вам не буду. Так что заберите ваш доброчинный конвертик и катитесь вы к чертовой матери. Ай-яй-яй, молодь. А чим ви думаєте? Ну які наркотики? Ну про що ви думаєте? До речі, тебе чистовали, я могу... Не хочешь? Нет, правда? Заберите конверт. Спокойно, ну чего ты, ты чистый будешь. Я херувим, обещаю. На вулиці надзвичай холодно, Так, але на небі зорок багато. так. І всі буйні мігтять. Так. Я ще. Один мой випадковий знайомий, коли я сказала йому, що кохаю тебе, просив передати тобі, що ти урод. Я з ним згодний.
Я сапраўды урод. Что? Дякую тобі За що дякую одразу? за те, що я тебе кохаю. Даруй, я не ведаю, що треба казати у таких випадках. А не треба нічого казати. Слухай, шампанського хочеш? Чого ти? Боюся, мені і так усе кружиться. У мене в машині нашатирний спирт є. Тобі лед покласти? Як хочеш. Я такая счастливая. Полову свайго жыцця не жила, а ляцела. Варта было вспомнить про цябе, і ўсё. Усе праблемы радасцю рабіліся. А аднойчы, калі ты сказаў, што не прызнаеш Бога, я цэлы дзень прастаяла ў царкве на каленях, маліла, каб ён дараваў табе. Колькі сябе памятаю, заўсёды быў адзін. У мяне паталагічна адсутнічае пачуццё калектывізму. Натоўп ён жывы адчувае гэта і ненавідзець мяне ўсё жыццё. Я хацеў кахаць, ад мяне шарахались, як ад заразнага. Ну, а калі кахалі заўсёды за нешта, тады я шарахаўся, бо адчуваў. А мы шампанское пить будем? Конечно, будем. Трымай, даруй, я гружу цябе. Чаго? За што п'ем? Як за што? За цябе, за госцю. А я за цябе. Что? Запроси меня танцевать. Ты так любишь танцевать, а я ненавижу. О, вспомнил. Мадам, белый танец. Что? Что? Ну, по-перше, мадемуазель. А по-другое, на белый танец запрошают женщины. Женщины? Все равно. Прошу. Ти дочь, напевно, години 3. Поздно, треба їхати. Куди їхати, Юль? Куди? Дом великий, заставайся. Не сьогодні. Не сьогодні, добре? А ну, конечно, конечно. А закажи таксі. Ну, якое таксі? Ну, про що ти кажеш? Ти що, не бачиш, скільки машин у дворі стоїть? А ну, прочинайся хутенько там. Проснулся? Ну ось. Зараз от мене вийде моя гостя. Сядеш на Ауді, відвезеш туди, куди. Тихо. Я не все сказав. Будеш вести її, як мене самого. Усьо? Даруй, зраниться ніякі нездогадливі трапився. Вона виходить. Сустракай. Доброй ночи, Юг.
Я бачу, що ти чого прийшов. Йон, зранці. Вы даруйте, коли перашкодзівалі. Вы загадали вам эту информацию любой час Ну докладывать. докладвай, коли загадав. Халдей, вывез дочку за мяжу, яна зараз у Кёльне. Мне вылетать. Проблема здимається. Як, зусім? А зусім здимається. Ну а гроші? Гроші отримав і забудь. І все, що ведав, забудь. Добре. З этой хвилини. Стоять куди? Я тебе не отпускал. Серж, як кажуть, у нас учора був невдалий день. Даруй мене. Даруй. А день уже повяличился. Лезвие прикметно, все ж таки светлее. Спать не хочется! Прыстойныя жанчыны, мэм, з'яўляюцца дадому да апоўначы. Ой, Кіма, чому ти тут? Чому ти не дома? У мяне заўтра... Да якое заўтра? Сёння, кантрольная, мне трэба падрыхтавацца. А вы, мало таго, што подла адсутнічаеце і прымушаеце хвалявацца, дык яшчэ з'яўляецеся пад раніцу і на Мерседесе. А гэта не Мерседес, гэта Ауди. А ты бурчиш як свёкор. Дзеці спяць? А што могуць рабіць дзеці ў 4 гадзіны раніцы? Так. Ой-ой-ойчки. А кто такую? Кто такую? Мы сэкономим на энерготалонах. Вы зяете, як ёлочная цацка. Ким? Что почварное? Калі б ты ведаў, Я ничего не хочу ведать, я хочу спать. Лена, цікавился вами. чаго? Не покоилась из-за вас. І што ты ёй сказаў? А я сказал, что вы дома стомились и спите разом с детьми. М? Нормально. Бачите? Не, ну вы бачите? Як Бачу. низко вы пали. Мало того, что вы загуливаете ночами, так яшчэ прымушаеце неполнолетнего, пристойного подлетка хлусить дорослым. А навошта ты хлусіў? А что я повинен был ей сказать? Что я так само не ведаю, где вы? Каб яна хвалявалася? Усё, уже поздно, я иду спать, чего и вам жадаю. Я так само толькі пайду чаю поп'ю і іду спаць. Боже мой! Вас там не напоили нават чаем? Я зараз приготую. Коли вас там еще голодом морили, я могу пропоновать вам овсяную кашу. Солнце узыходить. Добраноч, мэм. Кім? Что? Ну ж я так люблю. А гэта у вас от бессонницы. Я сур'ёзна. У 4 гадзіны раніцы сур'ёзна толькі пеўні кукарэкаюць. Сур'ёзныя размовы людзі вядуць пасля 9.
Я пайшоў спаць. Добраніч. Кім, ну чакай, я хочу, каб ты ведаў, чтоб не здарылася, чтоб не адбылося, я заўсёды буду з табой, з Пенем і з баранесай. Не веру. Чаму? Таму што вы парушылі іерархію, якую ж самі і ўстанавілі. Добра, з Пенем, з баранесай, з табой. Зараз ты задаволены. Я-то не задаволены, але скараюся жорсткаму лёсу. Кім ты такая, балаболка? Мэм, я таксама хочу зрабіць сур'ёзную заяву. Калі вы замест лячэння будете раз'язджаць на мерседесах, загульваць начамі... Клянуся, гэта першы, апошні раз. Ну дадут мне сегодня поспать. Сон. Раніца. Ранішні сон. Што табе трэба? Прыстойныя людзі, яны вітаюцца. Прапановую сесці. Можна я сяду? Сядай. Дякую. Я прийшов сказати тобі. Слухай, даремно ти отвез свою зайку в Кёльн. Ты откуль ведаешь? А ты давай не кипятися. Ей больше ничего не погрожает. Ни у Кёльне, ни тут. Я пришел различиться с тобой. Попросить у тебя пробачения и сказать, что я был свиньей. Чему был? А потому что я больше не свинья. И як давно? Докладно, каля 8 годин уже. Так? Так долго не живут. Ну ты фрукт, а? Сябра, былога свайго сябра, ты вось за гэтай муры хотел. А что ж ты тады? Былы сябр. Сказал я тебе, кем я был. Вось я тебе и хотел замашить. На сало. Ну ладно, людоед, бяры свои гроши, даруй яшчэ раз за дочку. Я разумею, что ты пережил и... Что ты разумеешь? Як ви? Все в порядку. Где на? На занятках. На ты! Тут калітвяры класса. Не хвалюйтесь, все в порядку. Да ўсё ў парадку, кажу табе. Ад мяне ніхто не паехаў туды. Чуеш? Ніхто. Сёння ночью я і тут усё зняў. Чакай. Что здарылася? А я не ведаю, як гэта назваць.
Катастрофа! Душевний Титанік отримався, халдеєв. Что? Халдею? Королев, ти ж мені ще завгано. Завсюди халдеєм кликав. Ну я могу и у третий раз повторить, кем я был ранее. А ты, сволочь, принижаешь человека. Кто тебя принижает? Ну ладно, давай так, слухай. Я попросил пробачения. С дочкой все нормально. Я вернул твои гроши, ты зауважил? А ти мені нічого не винен. Ну хорош заливать. У мене на заливони нема часу. Ти мені нічого не винен. Ты чекай, ты что? Чекай, ты что, я с раницы вышкреб всю наявность, всю, что была. Чуешь ты меня, чуешь, не? Тачки я загнал свои все, за полову цены. Я фирму отдал за бесценок. Я за чужую шизофрению не отказываю. Ты мне ничего не винен. Слухай ты, я тобі що ж брат? Мне твои подачки не треба. Какие подачки, Королев? Какие подачки? Ты продал мне. Ось гэта. Я купил. Що? Квіти. Що ти? Ну що ж ти робиш, га? Ти що ж ти робиш, га? Ей! Ах ти гад, ти! Ти гадина! Та я тебе... Уроди! А ти на око, уроди, подобила у всіх! Добрый день, Игорь Михайлович. Ти хто? Лена. Блин, да яка Лена? С клиники. З якої ти клініки? Вы просили меня сделать анализы. Богатая будешь, не познал. Даруй, даруй. Ну и что? Вы, мабуть, помылились. Справа в том, что на самом деле в бутылечце и на соусе одна и та же кровь. Ты что, этого не может быть, этого не может быть. Это ваши лаборанты помылились. И... Наша лаборатория робила анализ только с пробирки. У нас такой аппаратуры не мог вздымать с тканины. А с насолки робил мой сябра, и он судмедэкспертом работает на лице. О, ну что? Усё однолькова. Ага. Надзвичай редкая группа. Передайте вашему знакомому, каб ён здаў у своей поликлинице кровь. Кому сдал? Себе самому. Ага. Не доведи Бог что-нибудь здариться, спотребится переливание, так будут проблемы. Надзвичай редкое сполучение. Но на соусе была и у пробирцы одна и тая кровь. Это можно зразуметь. Ось, Ну, вынеки анализу тебе вынеси, давай. из нашей лаборатории. А это робил мой сябра з насолки, якую вы принесли. Нават лейкоциты однольковые. Дурдом, а? А сяброўкі з лаборатории дякуют за микроскоп. А милиционер? А милиционеру подякую я сама. Ну, добре. Выпить хочешь? Нет. Мне еще сегодня с милиционером целоваться. Ага. Ну так иди, коли треба, иди. А дякую вы уже сказали. Старожитности гонцам за такие новины головы отсекают.
подумаешь, подумаешь, редкая кровь. Ну было бы чего расстраиваться. Ну, добре, іди. Жить пойду. Что же это сегодня? Серж! Слухаю. Слухай! Пам'ятаєш, хлопчук до мене приходив. Ну ти нос йому розбив, на машині в город відправив. Пам'ятаєш, бачу, пам'ятаєш. Знасти, терміново, кличуть Ким, живе в сімейному дитячому домі. Що ти глядиш на мене? Що ти либишся? Шеф, ви будете сміятися, і він зараз у мене сидить. Затримай його! Ну, з того, що він до вас і прийшов. Добрый день. Ай! Ха-ха! Ким, блин, Клинтон! Ай-яй-яй! Проходь до меня! Ага, слухай, растлумач старому, что это такое? За водой бегаю для тебя. Я коэффициент станна кафе. Ай-яй-яй. Чого утек? Мне стало соромно. Чого тобі соромно? Пробачьте. Да за что? Я подманул вас. А что такое? Я не ваш сын. Ну, в житті з малого треба починати, а ти одразу 50 тисяч так. Я і так здогадався. А чий же ти хлопчик, а? Про батьку я ничего не ведаю. Няма и няма. А мать у меня была альпинистка с пригожим именем Эльвира. Я был зусім маленький, коли она загинула при узаходженні на Эльбрус. Розпранайся, вечеря застається. Не, что вы, я спешаюсь. Куди ти Или спішаєшся? с баронессы треба со школы забрать, сегодня с хороший день. Я машину пошлю, забег. Я ни с кем никуда не поеду, что вы. Бывайте, я сейчас даруйте. Ким, чекайте. Чекай, а ну давай сюда. Есть у меня пару питань до тебе, сынок, на засыпочку. Ну, ты коли-небудь до меня бачу гэты здымак. Не, откуль же? Ну, На кого ты тады показывал, Ким? вось пятая слева у другим раді. Чему ты показывал на яе? Чему ты показывал менавіта на яе, Ким? Я не ведаю, магчыма таму, што усе глядзяць у аб'ектыў, а яна на вас. І позірк такі. Мне здаецца, я на вас кахала. Яе зовут Эльвира. І балдеть можна. Ну чекай, не балдеть, чекай! Фу. Ее зовут Эльвира, и она была альпинистка. Загинула при заходженні на Эверест. На Эльбрус! На Эверест! Группу накрыла лавиной, но это не головная, Ким. А головная, 16 годов тому яна народила сына! Ось так ось. Ось так ось. Ось так. А адкуль вы ўсё гэта Ну ведаеце? йо, після твого першого візиту я хоч і був упевнений, що ти мені тут лапшу со спагетті на уші вешаєш. Вирішив нагадати собі, що це за краля в другому разі у мене на здим. П'ятая зліва. Ось по інтернету мені інформацію продали. Ось. Продали. А адкуль яна, з якога гораду? Я на Зрасанська. Чув? Першыя гады я жыў у рассанскім доме дзіцяці. Містыка. Это не мистика. Это чертовщина.
я пойду. Ким, сестра. Сестра у тебе сапраўды хворая. Хворая. Як її зовут? Юля. Як? Юля? Гэта яна цябе послала. Яна. Слухай, милая, ты поводишь себя как семиклассница. Поклеп. Я повожу себе к пятикласснице. А где ты была? У классики гуляла зунучка окулиста. А на процедуры я тебе повинна ходить. Ленка, Что, Ленка? не бубни. Я не бубню. А что ты робишь? Зайздрожь. Кто выиграл? Я? А, детенка покрылдила. Так, марш у Тёмы кабинет. Путенька! Аппаратура уже перевела. Кучай! Аэродрому. Ой, Лайнер. Игорь Михайлович! О, Який хай-фай, молодец. Ходил, я, Лена, ходил по вашей поликлинице, больнице. Заўважыў, у вас гэтага аддзялення няма. Якого отделения? Дзе прыдурку лечыць? Не, это за городом. О! У нас только неврология, а что? Шкода. Захворели. Ой, я з дзяцінства, відаць, хворы атрымаўся. Видите, коли человек починає выздоравливать. Калі. З того самого моменту, як він сам собі скаже, що він хворий. Якая цікавая тэорыя ў цябе. З тваёй тэорыі, атрымліваецца, чалавек пачынае разумець з таго моманту, як сам сабе скажа, што ён крэцін. Ну, мабуть, так. Я кретин! Так, з выздоровлением вас, Игорь Михайлович. Слухай, Лена, ну что ж ты за человек такой, а? Мы с тобой столько знаем, а ты так официально со мной размовляешь. Ну, прости ты будь. О, называй меня Ким. О, Ким и все. А что? А что? Чому Ким? Ким это аббревиатура, Леночка? Ой, бачу, ты не разумеешь, что такое аббревиатура. ПТУшница. На. Тлумачу, аббревиатура. Это заголовные литеры, якими хтось там чи щось обозначає. Ой, ні, без приколода, бачу, ти, може, коли-небудь чула. Было такое. СССР! КПСС! ЮПРСТ! Около у мене. А это что такое? А, я не ведаю. Я зауважив тільки все, що називалося аббревіатура нетривале. Розпалася. І я зараз розпадаюся. Ага. Так а чому ви Ким? Ну, кольки ж можна, як усе запущено. Ай-яй-яй. Прозвище назови моє, Лена, яке у мене прозвище? Корольова. О! Ну, а зовуть? По батьку, ну. Дійшло. Ну, Ким отримуєш? Да у меня уже есть один знакомый Ким. Милиционер. Ой, нет! Кто? Это гаишная аббревиатура. Якая?
Аббревиатура у милиционера ха-ха-ха. Яков прозвище Губский. Ну? А зовут Ну? Андрей Дмитриевич. Нормальная аббревиатура для милиционера. Ну, хорош рогатать. Чему это? Я з дзяцінства без злости не могу глядзець на тых, хто смяецца. Ось так. Ну, тады чым магу? О! А можна знову аналіз крові треба зробити? Ні, дякую, дякую. Без аналізу ведаю, давно кров у мяне сапсаваная. Ушчан! Домовляюсь. Що за Ну, давай, домовляться, пакуль я яшчэ добры. Ты пытанне мне не задаеш, ну і у обморок не падай. Окей. Я царь! Ось так, молодцы. Тут у вашей клинике лечится Юля. О, Боже. Ой, кто мне обращал в обморок? Значит так, слухай уважливо. Перадасі ёй вось гэту записку асабіста ў руки. И сама не читай. Да что вы за кого меня? Все, мы домовились. Все. Мама мовились. Пана друга. Чего тобі яшчэ? Можно я вас поцелую? Целоваться будешь? Милиционер. Боже, у перший раз звертаюся до тебе. Дякую тобі, Боже. Дякую тобі, Боже! Боже мой! Грешница узносить молитвы? Гэта чароўная Алена, праз якую грекі разбабахалі Трою, зрабілася Марыяй Магдалінай. Сестра! Ваши деяния попадают под криминальный кодекс. Гвалтовная спроба с повышением неполнолетнего. Статья 40, пункт 3, абзац 2, от 2 до 7 с конфискацией маёмости. А маёмасць за што? Каб не было дзе іншых покушаць. Что гэта з вами? Милиционеру генерала дали? Не. На конфискацию маёмасці за такое брыдкае качаня, як ты. Я не згодна. Ой, а что у вас можно конфисковать? За свою маёмость один халат. Да и той казенный. Значит так. В обморок не падать, с голодной не езжать. Домовились. Зараз ты скажешь, что у тебя заказался скрыть. Милиция 01-03. 102. Звоню. Я твоим подельником быть не избираюсь. Тут не от 2 до 7. Это пожитевая каторга. Да ты что, Ким? Гроши абсолютно чистые. Их тут передал один человек на її лечение.
А ты не догадался попытать у него доведки? Какой доветки? С психбольницы! А у тебя хіба пытались доветки, когда ты ходил по богатых домах и просил брошенное лечение, там доветки не треба одразу видать, что... А откуль ты ведаешь? Юля сказала. Только просила, как ты ничего не говорила. Я ей снова говорю. Молодчина, ты свое слово стрымала. Ты перелечил их? А что лечить? У кожной пашцы 100 штук по 110 тысяч. А колькі пачак? Ты 5 лечить умеешь? Умею. Слухай, не трэба ёй нічога про гэта говорить. Згодна, згодна. Только на гэта раз дай слово и завяжи свой язык морским узлом. Могила, ты могила. Ты еще скажи, век свободы не видать. Что за лексикон у вас? Вот что значит с милиционером. Заткнись ты! Тише, я на еде. Хлопчики, девочки, я новенькая. А что это с вами? А что? А что? А что? А что? А что? Некие вы напруженные. Ой, это мне это сдается. А нічого не здається. Юля, віншуй. Я зрабіў Лене прапанову. Праз 10 год выйсці за мяне замуж. Я надумаю. От балда. Я. От балда. Я. Ага, Ой. зараз. Ой. Аж 2 раза. Ой, ой, ой. Я совсем не подумал, ты же праз 10 год будешь совсем старая. Юля, ты жила за этим балбесом под одним дахом. Я б уже давно его отрутила в чем-нибудь. І гэта кажа медик. 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 Прадстаўнік самой гуманной профессии. Бедные хворые. Юля, телепошта. Письмо. Танцуй. Я вас любил. Быть может, угасло не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас. Нечем! Шеф, у аппарат... Шеф, у аппарат мне подалось, и вы кричали. Что? Я занимаюсь мастацкой самодеятельностью. Ты утек. Так, Хусенька отказал мне. Хусенька, Серж женатый? Не. Чтоб сама уснул, все. Был бы женатый, я бы себе замуж звонил отсюда. Ох, ты запамятай. Як только женишься, ты у меня беспрацовный. Усек? Усек. Женщины нам еще у библейские часы напаскудили. Яблочко ей захотелось,
Шеф, вы про кого? Я про Еву. Это ваша знакомая? И твоя так само. Шеф, у меня Евы не было. Дурные, слухай меня уважно. Я коли-небудь, коли вырашу жениться, зараз тебе загадываю, пристрель меня, ты усек? Усек? Усек. Вольный. Стрелок, ты вольный, ты усек. Вольный, стрелок. Даруйте, я забылся. Кого ты забыл? Там пришли до вас. Да меня! Ну кто, а? Халдей. Ну, нехай заходить. У яго може бути зброя. Хоть атомная бомба! Угасло не совсем. Салют! Привет, Таня. Хорош. Угу. Слухай, а ты выпить хочешь, а? А я за рулем. Шкода? Ну, а я з вашого дозволу такі. Серж, я застала. О, Йося ще засталася. Послухай, Королев, А, ты псуешь мою репутацию. что я псую? Что? Мой авторитет. Ага, а яким чином я його псую? Ага. Ты Атаманова ведаешь. Ну, это серьезно. У шору клубе он мне кажет, что ж ты, Халдеев, хоть было голи сябра. Сябра. Довел до отчаю. Это я тебе довел до отчаю. Дык вось, мне такие размовы не потребны. Беспредел! Ну, нагадаю тебе, даруй, нагадаю. Ты заказал мяне, ты. Випадково ти. Ти випадково мяне не забив. А зараз ти чув, він розмов боїться. Мне такие размовы не потребны. Я їх розмовляю. Откажи, який сьогодні день? Понеделок. Число? 15. А-ха-ха-ха. Вот и месяц. Два! Помнишь? 2 тижні я отсюда не виходжу. Я трубу давно розбив. Ну, які нафіг розмови? Я кажу тебе, мне такие размовы не потребны. Что я для тебя могу сделать? Отдай. Что? Книжечку отдай. Ты ж продал ее мне. Ну, продай. Дурень ты, Королев. Гэта книжечка, як ты кажешь. Тебя от смерти вырыпала, от мне грех отвела. Так что я ее продавать не хочу и не буду. Ну, добре. А тоді зроби одну важную послугу. Якую? Слухай. Иди ты на... Ну что ты, восьмиклассник? Одно слово на английской мове ведаешь и кидайся им налево-направо. А по видику больше не показывайся. А ты пристойно гляди! По якому каналу? По культуре. Дякую. Тыдзень можешь еще пить. Не могу. Горелка кончается опошня. Ничего, я забеспечу. Серж, иди вниз. Багажник отшиненный. Возьмешь скрынку абсолюта. Цитрон подыдет. Ой, класс. Шеф, не виконувати? Ну что, вариант? Худенько, скрынька абсолютно.
У неделю з легкого похмелись. Так. Коли у понеделок я застану тебе вот таким стане, Так. ты в новинках. А что я там буду робить? Да не ты, дурень, а с тобой. А что? Приводить у человечье обличие. Будь здоров. Ну Давай. так, goodbye, my love, goodbye. Печали течем. Ой, да. Там до вас жанчина. Серж, ти мене бачив? Бачив. От так, яка жанчина? Ну на що? Що їй треба? Мне тебе треба. О, які люди! Ну, як ти казала, треба, це значить треба. Чим я можу? На, забери той, що було на мікроскоп. Тихонько, тихонько. Ну-ка, нагадай, коли ми з тобою пили на брудершафт. Тому ти со мною на ти. А я со жлобьем завсёды размовляю только на ты. Я можу покрутитися. Як я переживу? И он покрыл. Да я плевать на тебя хотела, королёв. Да ты хоть пальцем меня зачепишь, Ну. сюда явится мой ГАД с взводом ОМОНовцев и скрутить и тебе, и твоих бандюк бараньи руку. ГД со взводом. На, тримаешь его. И уже ничего не допоможет в этом мерзотном свете, тем больше тебе. И аббревиатуру свою не використовуй. Які такі? Возьми собі лепш ГАД. О, а лепш хоч ні одного Г з тебе хопить. И гроши свои перелечи. А то потом скажешь, что у тебя купюру стягнули. Да я накахаю тебе! Кахаю большую частку своего життя! А ты мог подумать, что я специально ходил с тобой по баракам, покусить и копануть гроши на лечение? Что я специально подослала до тебе Кима? Слухай, мне Ким сказал, что я... Яна послала його просить пробачення, ти розумієш? Яна послала його просить пробачення. Так, ты утянь, что Ким мой сын. Такі, як ти, не можуть і не повинні розмножатися. Ти його більше ніколи не убачиш. Йоли я на тебе не проміняю, навіть коли ти його ефелеву вежу купиш. Яна собрала ко себе таких нещасних діток. І вони живуть за пошнього, коли ви обжираєтеся. Але вони щасливі, ти чуєш? Яни щасливі, а твоє щастя, вот только пожерти напиться, напиться пожерти. Яна зубами витягнула з твоїх грудей пулю. Гада была яна! Треба було взяти молоток, да заколотить її поглибей, право, вот собаче серце. Гроші свої перелічувати будеш? Ну чему яна мне не сказала? А что? Что я могла тебе сказать? Милый мой, ты видишь, мне дрянная кровка, ты сейчас колоться треба теперь. Поцелуй мне и дай мне гроши на лечение. Это я повинна была тебе сказать. Жлоб. Кто? Слухай, у тебе труба ж есть? Есть. Ну, молодцом. Набери справочную. 185, здається. Барышни, вы не ведаете, чому мне апошнім часом не шанцуе?
День павялічыўся на 3 гадзіны 20 хвілін. А до Нового года засталося 8 месяцев, 1 день. Где дети? Гуляюць на вуліцы. Так, все, я пойду. Мне еще по 3 адресах надо быть. Потом зайдешь? Зайду. Ким, просочи, пожалуйста, чтобы это было выпито до вечера. Будзе выпіта. Ким, чему ты ніколи не зачиняешь двери? А хто апошнім уваходзіў, я ці ты? Я! Ну, Чему ты за мной не зачинил? Юля. Юля. Нам треба поговорити. Выйдите. Выйдите. Ты чул? Это Лена тебе на «вы» называет. Выйдите! Лена! Что, Лена? Что, Лена? Три хвилины. Ровно 3 хвилины. Ходимте. Не плачь. Я не плачу. Плачешь. Я... Юлька! Юля, я виду, як это отрывалося, ти чуєш? Я сволочь, ти розумієш, що я сволочь? Я глядел в твои очи, як я мог это написать? Я не хочу дарования просить, я не хочу, как ты даровала. Я не покрылилась на тебе, я только страшно сполохалась, что ніколи тебе больше не побачу, а остатнее, что есть, то и побыло, и, разумеешь, ніякі леки, я не допомогу. Юль, выходь за меня замуж, а? Дурненький, мне же засталося цілих 2 місяці. Юля, я все с життем маю быть удавцом. Я вырву тебе у Люцифера, у Вельзевула, у Лопе де Вега. Коли тебе наканавано помирать, ты будешь помирать, не рожаючи 9-го детенка. Я не слухаю. Все, пошли, поехали. Куди? До святых сестер у монастир. Яны мне тую книжечку подаровали, якая моє серце заслонила, коли яны уже такую сволочь, як я, уратовали, что казать про тебе. Яны обвенчаются, я буду все життя перед ними на коленях стоять. Поехали. Ты заварятел. Я люблю тебя, Юлька. Я люблю тебя. Я 100 разів казав, одразу всі речі, коли береш, не треба і вертатися потім по 100 раз. Слухайте, Юля,
Ты Юля, ты что? Не, Подождите. Я таку цікаву... Ну что ты? Я цікаву речь до вас принес. Размовник простий. Ну, їхнє слово в нашій транскрипції. Я користався, коли туди. нават ён карыстаўся, калі ёсць. Юля, табе адзіную фразу трэба запомніць. Іх лебедзіх. Іх лебедзіх. Ты чула? Паўтарай усім, без выключэння мужчынам, потым з тых, хто клюне, выбірай кого-нибудь аднаго фрыца і настаў яму вось такія рукі. Ой, як цікаво. Юля, ми з ёй знайомі 3 месяцы. Яна мне так надокучила. Быццам 30 гадоў цешчы ў мяне была. А гэта яшчэ не ўсё, Што каралёва. не ўсё яшчэ, што? Я гадоў 50 кумой твоей буду. А хто гэта кума? А хто твоих дзяцей хрысціць будзе? Слухайте, а може хопіць, а? Ну, даруй, Кім не даруй. приїде? Ён дома з дзецьмі застаўся. Мужик расце, кажда. Доўгія проводы... рускі. Доўгія проводы, лішнія слёзы, нешта такое. Перажывае момант адчування. Чаго ён перажывае? Які момент? Ну, ты ж для яго была і сястра, і маці, а цяпер вунь каго Так, песціш. зноў ты бачыш, а? Кожны раз яна пачынае. Ну, комплексуй, падлетак. Ну. Юля! Так, ну а ты чаго стаіш? А што мне рабіць? Ты бачыш, дрэнна ёй стала. Ну, на здароўе. Лена, моташна ёй, бачыш? Ну і добра. Што добра, дапамажы! Слухай, чия гэта жонка, моя ці твоя? Вот иди сам, куди дапамагай. Чым я магу дапамагчы ёй, а? Ну што? Огурков купи соленых на дорогу. Чаго? Ну что ж, лоб, королев. Огурков соленых на дорогу купи. Ленка! Я тут не прочитаю. Здоров, прывітанне. Где Юля? Складана, я... Значит так, нас у Кёльне будут сустракаць, я гэтым же рейсом с дачкой вяртаюся назад, ты будешь жить у яе пакоі. Дарэчы, профессор Шварц раіць дзённы стацыянар. Что это значит? А что это значит, что это значит? Это, коли увесь день лечишься, а потом уся ночь здоровье гробишь. Ну что, Королёв, ты теперь зразумел? Давай. Я чекаю вас на 5-й стойке. Что? Что с тобой? А што со мной, што? Чему ты так глядишь на меня? Да ходи ты сюда, як я на тебе гляжу, ходи. А, забыл. Забыл сказать, я хутка до вас у Кёльн в адведкі приеду. На во ж тебе гроші тратить? О, гроші, Юля, треба заробляти, нават калі кризис, а не экономить. Ага, ты днем у стационар будешь ходить, а я в пивбар. А ночью я там буду назирать, как ты здоровье не ограбил. Так?
Яны достали мяне. Калі я сказал, что ты поехала в аэропорт, яны такі вой подняли, увесь подъезд на уши поставили. Суседка выкликала милицию, бо подумала, что я их забиваю. Одразу двоих.